Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады, уважаемые руководители, уважаемые родители и гости нашего мероприятия. Мы с вами начинаем процедуру анализа олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2020-2021 года. И вначале следует сказать, что в этом году участникам предлагались 6 лингвистических задач первого тура и 2 задания исследовательского типа второго тура. Максимальный балл по итогам первого тура в 9 классе составил 100 баллов, в 10 классе 112, в 11 классе 122. Во втором туре в 9 классе максимальный балл составил 50 баллов, в 10 классе 53 балла, в 11 классе 58 баллов. Итого в 9 классе максимальный балл мог составить за 2 тура 150 баллов, в 10 классе 165 и в 11 классе 180 баллов. Как уже знают участники, особенность комплекта этого года сходный с некоторыми отличиями материал для анализа, который был структурирован в блоки, и к этим блокам были сформулированы вопросы, и уровень сложности вопросов повышался от класса к классу. И мы сейчас с вами пройдемся по вопросам, которые предлагались для участников. 8 блоков, 6 заданий первого тура и 2 задания второго тура. Будем приглашать коллег, членов жюри, которые проверяли задания или были авторами вопросов, которые расскажут о специфике заданий и объяснят типичные ошибки. И первым приглашается Мещерина Марина Алексеевна, член жюри Всероссийской олимпиады, прокомментирует вопрос номер 1. Пожалуйста. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Добрый день, дорогие участники, дорогие родители, дорогие коллеги, гости. Мы приступаем с вами к разбору первого задания, традиционного задания, связанного с фонетическими процессами. Не листает. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Итак, что можно сказать про это задание? Оно не случайно начинает весь цикл олимпиадных заданий, потому что именно в нем отражены основные идеи олимпиадных заданий этого года. От участника требуется умение наблюдать, умение анализировать, умение сопоставлять лингвистические явления и на основании того, что сумели извлечь из предлагаемого материала, делать соответствующие выборы. Ключевым задания фонетические были построены по принципу, скажем так, вязаного шарфа. Достаточно было определить ключевую точку в первом задании, в первом подвопросе, первом задании первого вопроса, с тем, чтобы потом размотать этот шарфик, распустить этот шарфик в клубочек и получить нужные результаты. Итак, смотрим содержание этих заданий. В первом вопросе, в первом задании первого вопроса необходимо было проанализировать стихотворный текст, определив, давайте. Итак, спасибо большое. Итак, дан был стихотворный фрагмент, в котором был сделан акцент на определенную строку, которая содержала некое фонетическое явление. И это фонетическое явление нужно было определить, найти то слово, которое содержит отражение этого фонетического явления, и подчеркнуть ту букву, которая, соответственно, обозначала тот звук или те звуки, как было у нас написано в задании, содержащие это явление. Следующий слайд. Итак, что нам было предложено? Да, 6-я строка текста, цветовые пальцы, когти, протягиваясь в гавань, когти. Да, мы видим сразу, что в 6-й строке ключевое слово, содержащее интересный фонетический материал, когти. С этим моментом, с этим вопросом справились все. Да, это слово вычленили, увидели. Но вот дальше каждый пошел, что называется, своим путем.
Часть ребят увидела очевидное, да, формат оглушения, который присутствует в этом слове. И дальше этого никуда не пошли. Но при этом не случайно, да, рифмуется-то со словом «ухти», да, в этом содержится подсказка, что надо сделать следующий шаг, да, и выставить то фонетическое явление, ради которого на самом деле создавался этот предмет, это задание, да, увидеть расподобление, да, внутри данных примеров. Что в основном, слово «когти» нашли, не листается, бог с ним. Что, тогда пойду своим путем. Значит, что у нас получается? Что у нас получилось при решении этого задания? Значит, первый момент, да, уже сказала. Тот, кто остановился на оглушении, пошел следующим путем. Да, он начал сминать фонетические реалии, подгоняя их под то явление, которое вы выделили. Да? Вместо того, чтобы додумать фонетическое явление и увидеть, как оно реализуется, мы наблюдали обратную картину. И это была принципиальная ошибка. То есть вы определяли характер звуков, и взрывные, и щелевые, чего настолько не было. И, соответственно, что даже у нас заднезубные появились. В общем, много чего интересного у нас появилось при объяснении этого материала. Но, значит, вот первая ошибка, подгонка фонетического явления под примеров под то явление, которое вы определили. Затем, когда мы понимали, что объяснить появление звука «х» просто оглушением невозможно, тогда подтягивалась рифма и говорили, что в угоду рифме звук «к» менялся на звук «х», да, не видя этого расподобления. Еще одна ошибка центральная – это когда вы словами рассказывали краткую запись, которую мы от вас просили. Когти, подчеркнутое «г», и словами все было сказано. Надо было выписать, или это явление мы наблюдаем в слове «когти», где происходит замена. Соответственно, верните мне, пожалуйста. Нет, дальше. Соответственно, еще следующее. И следующая ошибка, аналогичная предыдущей, просто указывалась схема. Звук «г» переходил в «к» и заканчивался звуком «х». Констатирующая запись, не объясняющая существа вопроса. Следующий слайд. Второй вопрос. Там был текст, из которого нужно было выделить слова аналогичного явления, да, подчеркнув те согласные, которые отвечают данному явлению. Значит, там всего 2 слова. Эти 2 слова увидели очень многие, практически все. Какова была основная ошибка? Кто-то не давал характеристику второго слова, просто писал «х». Да, мы такой вопрос не засчитывали, потому что кроме «х» тому было еще несколько звуков «х» в словах данного текста, и было непонятно, какое из явлений вы выписываете. Больше, собственно говоря, непонятно, почему выписана единичная буква. Следующее задание было, наверное, наиболее интересным. Задание 3. Там была у вас возможность и пофантазировать, и поанализировать, и выстроить. И вот тут как раз, знаете, ошибки логики, ошибки несистемного мышления и ошибки, тот, кто не увидел диссимиляцию, они, собственно говоря, и выплыли совсем наружу. Было дано 2 текста. Текст 1 Адриана, текст 2 Есипа, где нужно было увидеть некую логику. Суть задания, да, наблюдение и сопоставление текста Б и текст Б1 и текста Б2. Что это значило? Надо было найти явление и показать на примерах из одного и второго текста, как это явление выглядит. Основная ошибка, что вы увлеклись перечислением всех примеров через запятую. Что с чем соотносится, что с чем связано. В общем, было из этого перечисления непонятно. В то время как
в то время как... Дальше убегает еще одно. В то время как... Еще следующий, если получится... Вот посмотрите, многие говорили о том, что вам не хватило места для выполнения задания. Вот когда мы проверяли задание, выяснялось, что те, кто уложился в размер отведенный строчек, он, собственно говоря, был ближе всего к идее, к теме, да, потому что нужно было заметить? Что Адриан меняет звуки согласно своему произношению в одну сторону, да, а Есип их меняет. И эта мена идет у нас в 3 позициях. Значит, первое, да, мы видим с вами, что возвращает Есип предлоги «в» на место. И пример доказательства, да, например, «хполе» из текста Б1 в поместье из текста Б2. То есть мы увидели первый текст, увидели второй текст и обозначили явление. Но этим Есип не ограничился. Он еще у нас и заменяет предлоги «в» на предлоги «к». И тогда мы получаем к князю в первом тексте и в крутому во втором тексте. Да? Опять, примеры могли быть другие. Да? Я прямо вот сходу брала их для презентации. Вот когда мы видим такую запись, мы получаем полный, развернутый, четкий ответ, что вы увидели фонетический процесс, сравнили 2 текста и показали на примерах, как они выглядят. Ну и третья точка, которую вы должны были поставить, вы должны были увидеть, что ни Есип, ни Адриан не меняли звуков в середине слова. И тоже примеры с первого и с второго текстов. Остальные примеры, следующий слайд. Ну и последнее задание, скажем так, для 9 класса. Да, с этим заданием справились практически все, особенно те, кто увидел диссимиляцию. Вспомнить слова легкие и мягкие, поставить их в сравнительную степень. С этим заданием справились практически все. 5 задание было характерно или предложено ребятам 10 и 11 классов. Еще один стихотворный размер. Найти примеры на уже известные правила. Помните, сказала, что клубочек разматывается. Тот, кто определил диссимиляцию, находил слова, которые этому принципу соответствуют. Очень многие справились со словом «тракт», молодцы. Кто-то увидел слово «октябрь», да, и это тоже было хорошо. Но поскольку живых примеров, где бы виделся этот самый наш, где он у нас, октябрь, такое произношение, в общем-то, не характерно и не видно, то решение было таким. Тот, кто нашел слово «тракт», получал 1 балл. Тот, кто нашел слова «тракт» и «октябрь», также получал 1 балл. Тот, кто нашел «октябрь», но не нашел «тракт», также получал 1 балл. Самым трудным в этих словах было определить, наверное, слово «когда», и оно поэтому, наверное, было самым весомым из тех, кто давал нам ответы. На самом деле, тот, кто изучал диссимиляцию, да, наверное, помнит эти волшебные слова «когти», «легче», «мягче», «когда», «что» и так далее, да, которые идут обычно в качестве примеров к этому самому явлению. И, наконец, последнее 6 задание для 11 класса в этом вопросе. Оно было, наверное, самым любопытным для тех, кто до него добрался. Потому что нужно было подобрать фразеологизм, который бы включал слово с тем явлением, которое мы с вами анализировали. Данные были фразеологизмы, нужно было определить их смысл и, соответственно, на пересечении, да, фразеологизм аналогичный по смыслу предложенным, плюс имеющий слово с диссимиляцией, должен был у нас появиться, да, с суконным рылом, да в калашный ряд, где-то с виным рылом, да, такой пример, и нужно было отметить слово «калашный». Что основные ошибки в чем? Мы не очень хорошо знаем фразеологизмы, получили много творческих вариантов. Вот 2 из них представляю: на чужой шматок не разевай роток, на чужой кусок не разевай роток, в общем, в таком плане. Но почему-то мы ушли именно в эту сторону со всякими кусками, шматками и ротками. Но, в общем, в целом с заданием справились. Желаем удачи в дальнейшем освоении фонетики. Спасибо за внимание. Спасибо большое.
Марина Алексеевна. И приглашается для комментирования задание номер 2 член жюри Олимпиады Белов Алексей Михайлович. Пожалуйста. Напоминаю, уважаемые коллеги, о регламенте, чтобы мы строго в срок закончили, и участники получили бы доступ в личных кабинетах к своим работам. Алексей Михайлович, пожалуйста. Приветствую вас, коллеги. Я представляю второе задание, которое посвящено проблемам лексической семантики. Ну вот я уточню, что здесь важное слово «семантика», да, потому что проблема лексики широко вообще представлена в нашей средней школе и не только в ней. А вот некоторые семантические моменты, да, вот на них гораздо меньше обращают внимание, им уделяется гораздо меньше времени. И вот один из таких ключевых сюжетов, которые тут у нас возникают, это вопрос номер 2, где в центре нашего внимания было компонентное значение слова. Да? То есть мы хотели, чтобы участники Олимпиады могли увидеть ту мысль, что значение слова состоит или может состоять из каких-то элементов, да, и уметь вычленить эти самые элементы. Ну и вот в качестве примера были выбраны такие хитрые слова, как стая и стадо, которые действительно имеют разные внутренние признаки. Причем эти признаки менялись на протяжении истории нашего языка, и сами слова могли подвергаться разным переносам значений и переходам из одного состояния в другое. Ну и вот здесь надо было с этим разобраться. Значит, соответственно, максимум было здесь у нас 5 подвопросов внутри вопроса номер 2. В 9 классе 4 вопроса, в 10 и 11 5 вопросов. Да, ну, давайте кратко пробежимся по вот этим самым сюжетам, и я расскажу, какие вопросы вызывали проблемы у участников, а какие нет. Да, ну, в первом вопросе надо было определить значение слова, ну, главным образом, стая для данного примера. Здесь, кстати, люди хорошо справлялись с мыслью, да, что стадо – это действительно группа животных определенного вида, а вот стая в данном случае неприменима к группе животных, а речь идет о некоем загоне для скота, или точнее даже некоем сооружении, где скот должен размещаться. Ну, слово «плетеные», которое там многие видели, в принципе, действительно было полезно. Вот. Ну, кто изучает какие-нибудь там древние языки, может, например, догадаться, что слово «стоя», древнегреческое знаменитое, да, это в конечном счете однокоренное слово к нашей стае. Идея стояния там была. Ну, некоторые, кстати, что-то подобное писали в работе, но для того, чтобы получить здесь балл, достаточно было понять, что речь идет о постройке. Вот. Ну, большая часть людей здесь справилась, хотя некоторые почему-то думали, что о коровах надо говорить, например, стадо, а всех других стая или как-то так. Ну, из вопроса это не следовало. Про слово «сегодня». Вот это, как ни странно, вызвало много проблем. То есть правильным ответом считался тот, который предполагал, что вы видите внутреннюю форму этого слова. «Сегодня» как «сего года», да, то есть не просто молодой, да, а вот именно в этом году рожденный. Те, кто каким-либо образом указывали на эту внутреннюю форму, получали 1 балл. Ну, поскольку все-таки увидеть значение «молодой» это тоже требовало некоторых усилий, ну, мы не совсем карали тех, кто писал «молодой», и полбалла им за это дело засчитывали. То есть, ну, надо сказать, практически все участники за первую часть получили либо 1,5, либо 2 балла. Ну, или большая часть участников, да, может быть, не практически все и так далее. Вот лучше всех справлялись участники со следующим пунктом – это заполнение таблицы. Вот, насколько я помню, из тех работ, которые я проверял, кажется, в 2 только работах, да, во всех 3 классах были допущены какие-то более или менее серьезные неточности при заполнении таблиц. Ну, видимо, так сказать, школа ЕГЭ сопредельных наук как раз очень хорошо тренирует всех вас, да, для вот этих самых задач. Не знаю, мне всегда казалось, что я бы вот здесь мог что-нибудь напутать, будучи 9-классником, например. Но вот участники Олимпиады ничего не напутали. А вот следующий номер, да, действительно вызывал серьезные вопросы. То есть, что такое Дианина прислуга? Ну, те, кто знают античную мифологию, действительно знают, что у Дианы в свите были разные животные, но тут тонкость была не просто в том, чтобы вспомнить, что Диану могли сопровождать и олени, и лани, и разные другие существа, но и уметь соотнести с контекстом. А контекст все-таки предполагает, что это некое животное, которое содержал некий дворянин, да, и стало быть, иметь
много разных оленьих стад, да, это было бы довольно странно для данного контекста. Поэтому правильным ответом была собака. Да, действительно, Диана – это богиня охоты, и Дианина прислуга должна быть собака. Ну, здесь многие угадывали, хотя многие не угадывали. Вот. А вот дальше следующий момент этого вопроса действительно вызывал проблемы. То есть спрашивается, какие другие животные данной группы могут сочетаться со словом «стадо». Под данной группой, поскольку речь идет в пункте А2, и перед этим была таблица, которую вы столь блестяще все заполнили, предполагалось, что это именно группа из таблицы. И, следовательно, речь идет о домашних, так сказать, как бы крупных млекопитающих. И вот тут вот как раз должно было получиться, что никакое другое животное в нормальном случае со словом «стая» не сочетается. Ни коровы, ни домашние кони, никто из них. Вот редко кто понял сущность этого самого вопроса. Большая часть людей рассуждала так, что раз собака – это псовые, да, то, значит, надо писать или про волков, или про лис. Некоторые про обезьян писали. Самый замечательный вопрос был, точнее, ответ на вопрос тот, что прислуга – это вообще люди, люди – это приматы, следовательно, обезьяны. Здесь жюри было в восторге, и все благодарны за замечательную шутку. Но это не оценивалось как-либо, так сказать, в вашу пользу. Вот. Затем следующий момент – это слово «автомат». Вот, как ни странно, всем казалось, что это будет просто, но вот здесь очень многие затруднились. Ну, во-первых, про слово «автомат» не все нашли, хотя вроде там оно довольно выпирало из текста. Кто-то про какие-то довольно обыденные слова что-то пытался написать. Ну, а те, кто нашел слово «автомат», тоже предлагали довольно разные вещи. Ну, были два самых замечательных сюжета. Один – это то, что это атаман. Вот уж как светский человек может быть атаманом, да, это надо было додуматься. Кто-то предлагал, что это атом, ну и вот один вариант вообще всех восхитил, что речь идет о томате вообще. То есть это помидор, оказывается, да. Вот. Но дальше со словом «автомат» надо было разобраться. Надо было, во-первых, дать ему внятное определение для текста начала XIX века. И это стало быть мысль о том, что человек, который, так сказать, машинально, безвольно действует, да, это имелось в виду. Ну, далеко не все это здесь увидели. И, во-вторых, надо было дать определение слова «автомат» для современного русского языка, причем надо было указать на основное значение слова. Не на первое, какое приходит в голову, да, огнестрельное оружие здесь хоть и самое частотное, но это не будет основное значение слова, из которого выводятся остальные. Надо было указать на то, что это приспособление, прибор, машина, как угодно, которая без ведома человека, да, без его участия что-то такое совершает. То есть, если есть вот эта идея автоматичности, так сказать, в ответе, то здесь засчитывался балл. Ну, надо сказать, что многие справились с этим вопросом, хотя больше всего проблем вызвал вот второй подпункт этого вопроса. Значит, вопрос 3. Про контролируемость, неконтролируемость. Ну, вы видите из критериев, что здесь оценивалось. И вот этот, надо сказать, вопрос вызвал действительно много непониманий. То есть все участники, ну не все, но очень многие, видя слова контролируемость и неконтролируемость в вопросе, понимали это так, что надо написать развернутое сочинение о том, в какой из фраз кто кого контролирует. Ну, такие ответы засчитывались слабо. Да? Почему? Потому что они не привносили никакого нового знания в текст. Понятно, что если кто-то контролирует, то тот, значит, как бы главный, а кто не контролируемый, тот как бы, значит, подчиненный. И здесь эти иллюстрации едва ли что-то новое давали к вопросу. Надо было показать, во-первых, что в очень многих контекстах контролируемость, неконтролируемость связана с идеей домашнего и дикого животного, да, это оценивалось в 1 балл. Во-вторых, надо было показать, что в ряде случаев мы можем увидеть идею послушности, непослушности или какой-то там подчиненности одного другому. Да? И, соответственно, 3-й пункт – это то, что вот волки как стадо, где упоминаются, действительно, это особый контекст, это сказка, это, сами понимаете, специфический момент, и это надо было как-то подчеркнуть.
Ну вот большая часть людей затруднялась с последними двумя вещами, и часто здесь только 1 балл люди получали действительно за анализ примеров и какие-то мысли в их адрес, а могли бы получить 3. Да. Сейчас скоро приблизимся к концу. Вот надо сказать, что следующий вопрос, как ни странно, вызвал напротив довольно мало проблем. Действительно, неподвижность, малоподвижность практически все выявляли и противопоставляли какой-либо динамичности. Здесь принимались любые ответы, в которых заключалась вот эта вот идея. Мы не требовали, чтобы вы термин там статика, динамика или как-то так сформулировали, надо было просто передать идею. Ну, как и в других, на самом-то деле, вопросах. Вот, надо было указать, что это передается глаголами, деепричастиями всякими, отглагольными, существительными и тому подобными вещами, и надо было привести примеры. Ну, надо сказать, что очень многие участники здесь давали хороший ответ. Ну и, наконец, вот в старших классах была последняя часть, опять про слово «свора». Нам как-то казалось, что это все должно быть довольно просто, но вот почему-то вот эта часть действительно вызвала много проблем. То есть, во-первых, выяснилось, что многие люди просто не знают, что значит слово «свора» в современном русском языке. Ну вот некоторые, например, писали, что свора – это группа людей, занимающихся профессиональной деятельностью. Да? То есть, получается, что все мы – это свора, вот такая вот, по этой логике. Это очень странно. Вот. Но, тем не менее, большинство на этот вопрос ответило. Да? Тут довольно понятно. Значит, затем более трудная часть – это что слово «свора» значило изначально. Ну, тут принималась любая идея в духе того, что свора – это поводок, на котором держали собак, или систему цепей, при помощи которых их водили на охоту, или какие-то другие подобного рода вещи. Вот. Но важно, что это именно охотничье приспособление, а не то, где собаку держат на цепи, привязанную во дворе. Да? И, наконец, третий момент, вот он вызвал больше всего трудностей. Да? Это почему свора мошенников, грабителей, там, бандитов называется сворой. Многие здесь шли по неверному пути, полагая, что раз в своре есть идея привязи, да, и вот они могли еще не совсем верно понять идею привязи, то это, значит, группа таких людей, которым надо быть на привязи, которым надо сидеть в тюрьме. Ну, в духе высказывания знаменитого героя Высоцкого, да, что вор должен сидеть в тюрьме. Да, на самом деле, конечно, речь идет не об этом, да, центральная идея. Здесь это идея натравливания, да, то есть подобно тому, как охотник, ведущий на своре своих собак, спускает их на добычу, да, вот точно так же некий главарь контролирует свою шайку, да, своих подопечных, он натравливает их, используя их для соответствующих темных дел и тому подобное. Вот кто видел эту идею, получал дополнительный балл. Ну, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Михайлович. И приглашаем вопрос номер 3. Комментирует член жюри Влахов Андриан Викторович. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники. С вами книжник Адриан. И сейчас мы с вами поговорим о всяких интересных словах, которые вам нужно было анализировать, которые начинались с 3 букв и дефиса. И буквы эти были «сам». Коллеги, презентацию, пожалуйста. Ага, вот. Напоминаю, что в этой задаче, верните, пожалуйста, анимацию. Простите, тут должно было пафосное переключение быть. Ну ладно, сейчас попробуем. Так вот, речь шла о словах «сам третей», «сам пят», «сам шост», «сам сем» и некоторых других. И практически все из вас довольно легко установили, что же значили эти слова. А означали эти слова довольно простые вещи. Они просто означают втроем, впятером, вшестером, всемером. Это у вас спрашивалось в одном из пунктов заданий этой задачи. Действительно, это такие, сейчас уже, как можно догадаться, было по контекстам, по примерам, редко употребляющиеся, устаревшие слова, которые обозначают ситуацию, когда говорящий является третьим в какой-то группе. Соответственно, группа состоит из 3 человек, ну или 5, 6, 7, включая самого говорящего. То есть буквально сам говорящий является 3, 5, 6, 7 и так далее.
Задача, на самом деле, была довольно простая, хотя в ней нужно было разобраться довольно вдумчиво, и вот эту вдумчивость мы как раз и оценивали. Вы должны были последовательно рассказать нам, во-первых, о том, как образованы эти слова, во-вторых, что они значат, в-третьих, какие у них есть синонимичные выражения. Значит, насчет образования этих слов. Вам нужно было сказать, что первая часть этих слов – это по происхождению определительное местоимение «сам», а вторая часть – это порядковое числительное, ну, точнее, основа порядкового числительного. И вот эту важную вещь, что это именно порядковое числительное, а не количественное, вы должны были обязательно указать. Это можно видеть, например, по слову «сам третей», где мы видим основу не слова «три», не количественного числительного, а именно порядкового числительного. Третий, от которой и образуется, образуется это слово. Вот. Ну, модель тут, как правило, довольно простая. Берется только основа порядкового числительного, третей, пят, шест, сем, окончание этой склоняемой формы отбрасывается и прибавляется к саму, который определительное местоимение. Вот все эти вещи вам было необходимо указать в первом и втором заданиях. Что касается грамматической функции этих слов, то вам нужно было указать, что грамматически они здесь играют роль наречий и отвечают на вопрос, каким образом, в каком составе и так далее. Действительно, в предложениях они играют роль обстоятельства и являются наречиями, и поэтому, как спрашивалось в одном из следующих заданий, синонимы для этих слов – это современные слова вроде «втроем», «впятером», «в шестером», «в семером» и так далее. Кстати, про эти слова вы тоже должны были кое-что сказать нам, как образованы вот эти современные аналоги «втроем», «впятером» и так далее. Для этого вам нужно было сравнить их с современными собирательными числительными «трое», «пятеро», «шестеро», «семеро» и так далее, и сказать, что способ образования здесь довольно простой, приставочно-суффиксальный. Ну, конечно, да, мы указание на приставочно-суффиксальный способ засчитывали в разных вариантах. Вот это то, как были устроены первые три задания этой задачи, этого третьего вопроса. Но в целом здесь особенных проблем не возникало. Как я уже подчеркнул, путали порядковые числительные и количественные. И я уже показал, почему это именно порядковые числительные. Путали разряд местоимений, путали способ образования. Ну вот, соответственно, довольно многие участники успешно справлялись с ответом на все вот эти маленькие вопросы. Обращайте, пожалуйста, внимание, вы это увидите в критериях ответа, что мы действительно требовали от вас ответов на все, что я прокомментировал на этом слайде. К следующему заданию этой задачи, этого вопроса переходим. О других наречиях такого рода. Вот первый контекст, который вы анализировали в четвертом задании, это был контекст, где Владимир достигал дворца в некотором количестве с княгиней и с двумя богатырями. Ну, тут нужно было сделать совершенно простую арифметическую операцию и подсчитать, сколько же было участников ситуации. Значит, участников ситуации было, во-первых, сам Владимир, во-вторых, княгиня и, в-третьих, два богатыря. Сколько всего участников ситуации? 4. Значит, Владимир является в этой компании четвертым, и правильное заполнение пропуска выглядело как «сам четверт». Или «сам четверть», ну, мы зачислили и «сам четверт» тоже. Вот. А модель абсолютно та же самая, что вы должны были сказать, что это слово похоже на предыдущее, тем, что образовано ровно по той же модели. Основа порядкового числительного «четвертый» прибавлена к местоимению «сам». Вот. И, соответственно, этот пропуск заполнялся вот именно таким образом, что означает «вчетвером». И, ну, конечно, Олимпиада у нас по русскому языку, но математические способности подсчитать четверых человек в ситуации мы, конечно, тоже оценивали.
Следующее задание. Я здесь построил слайд так, что скажу сначала задание, которое было только в 11 классе. Вот. У вас был дан контекст, который звучал примерно так. Ну вот значимая часть. Сказал один из казаков, садясь на облучок, сам друг с кучером. Нужно было разобраться, что это за сам друг, чем он похож на предыдущие примеры и чем он от них отличается. Вот. Чем он похож? Модель ровно такая же, тоже основа некоторого слова прибавлена к сам и тоже означает здесь некоторый количественный состав участников ситуации. Вот. Но отличие состояло в том, что здесь использовано не порядковое числительное, а местоимение или по другим классификациям прилагательное другой. И вот это, в этом и было отличие. И почему это произошло? Потому что другой во многих контекстах в современном языке, да и не только в современном, и в XIX веке, вполне часто употребляется в значении второй, соответственно, сам друг означает вдвоем. То, что вдвоем там происходило что-то на облучке, можно понять по предложению. Казак и кучер. Вот, соответственно было такое задание в 11 классе. И последнее задание этого вопроса, этой задачи, которая была во всех классах и которая требовала недюжинных математических усилий, состояла в том, чтобы подсчитать некоторые объемы сельскохозяйственной продукции и разобраться, какое же еще значение может быть у слов вроде «сам третей», «сам пят», «сам шост» и так далее. Вам были даны два контекста. Сначала 6 четвертей, от которых самый большой урожай, сам третей, итого 18. И потом вам нужно было найти некоторое неизвестное, рассчитав эту пропорцию, где у нас есть 3 четверти, которые в качестве урожая дают 12 четвертей. Так вот, я понимаю, что многие из нас гуманитарии, но вот как бывает. Что случилось? Нет, надо предыдущий слайд. Простите. Ладно, давайте уже я не буду рассказывать это с театральными паузами. Так вот, тут все довольно просто. 18 делим на 6. У нас было 6 четвертей, получилось 18. Делим это одно на другое, получаем 3. Из этого мы понимаем, что сам третей и подобные наречия могут также означать втрое больше или в 3 раза больше, в соответствующее количество раз больше. И по этой модели довольно легко рассчитываем, что из 3 четвертей получается 12, надо умножить на 4, где находим эту четверку делением, и заполняем пропуск словом «сам четверт». Сам четверть, сам четверт и так далее. Вот ответ довольно простой. Ну, несмотря на то, что никаких особенных премудростей здесь нету, все же задание требовало внимательности, прилежности и очень вдумчивого анализа некоторых деталей этого задания, поэтому на самом деле средний балл составил где-то в районе половины в 11 классе, чуть-чуть повыше. Максимумы по этому заданию в 10 в 11 классе набирали, в 9 чуть поменьше, но в целом с заданием справлялись довольно успешно, но можно было успешнее. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Викторович. Приглашается для комментирования задания номер 4 член жюри Олимпиады Александр Чедович Пиперский. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами уже поздоровались и увиделись в чате, так что рад вас видеть здесь, это вы меня немножко увидите, но сейчас дальше будете видеть презентацию, впрочем. Итак, у нас был 4-й вопрос про семантические ассоциаты русских слов. Давайте я для начала скажу пару слов, откуда все это взялось, если вы еще не знаете. Это такой замечательный сайт, который называется RusVectores, буквально «русские векторы»,
да, семантические модели для русского языка. Вот вы видите его перед собой, rusvectores.org, вы можете прямо по ходу дела тестировать, вводить и смотреть. И вот здесь на главной странице предлагается возможность искать похожие слова для тех или иных слов. Это, собственно говоря, то, что представлено в нашей с вами задаче. Ну, вот здесь вот на экране вы видите разум в качестве примера, который здесь по умолчанию. Ну, давайте мы вместо разума введем тетрадь и посмотрим, что у нас получается в первом примере из задачи, которую мы видим. И тогда мы действительно находим там все эти слова, которые вы имеете в задаче: тетрадка, листок, блокнот, книжка, книжечка, папка и так далее. Здесь еще есть заодно визуализация, которая в задаче не была представлена. Ну вот получается все ровно то, что наблюдалось в задаче. Итак, для 7 слов. Ну давайте попробуем задуматься о том, что же здесь, вообще говоря, получается. Да? То есть откуда берутся эти слова и как они устроены. Откуда они берутся, описано. Они берутся по сочетаемости. То есть это те слова, которые сочетаются с теми же словами, что и заголовочное слово. Ну и понятно, что мы видим, глядя на эти списки, очень важную вещь. Можно посмотреть на список для слова «тетрадь», на список для слова «сын». Главное наблюдение, которое имеет смысл сделать, из которого мы можем исходить, состоит в следующем, что в числе ассоциатов некоторого слова, особенно вверху списка, чаще всего оказываются разновидности того же родового понятия, что и это слово. То, что называется когипонимы. Важно, что там оказываются не родовые понятия и не разновидности. Да, то есть, смотрите, как это все работает. Да, то есть, у нас с вами получается, что берем слово «сын», да, там рядом с ним окажутся слова, например, окажутся слова «мать», «дочь» и так далее. Не окажется слово «родственник», например. Да, точно так же там, это может быть там слово «тетрадь», да, всякие похожие штуки, да, всякие пищебумажные принадлежности, блокнот, листок, папка и так далее. И вот из этого мы будем исходить, когда будем решать задачу. Ну, еще важное наблюдение состоит в том, что у многозначных слов, у слов, которые являются амонимами, в списке представлены ассоциаты для всех значений. Это позволяет нам сразу понять какие-то вещи, которые мы видим в условии. Ну, например, да, вот у нас есть пример, где есть что-то явно стрелковое в больших количествах, там, арбалет, стрела, какое-то оружие, копье, и есть всякие овощи. Ну, что же это такое, где у нас и оружие, и овощи? Ну, понятно, что это лук. Да, понятно, что здесь пропущено слово «лук», это пропуск, который вам надо было заполнить. Здесь у меня на слайдах еще вы удачным образом можете ориентироваться на длину закрытого текста. Задачи этой возможности у вас не было. Да, там у вас были одинаковые длины пропуски, так что там приходилось думать. Ну что же может быть что-то, что похоже на лук по сочетаемости больше, чем помидор, огурец, репа, укроп, с одной стороны, там, копье, стрела и так далее. Конечно, это какой-то овощ, который еще больше похож на лук, это чеснок. Да, вот вы видите, это ответ на соответствующее задание. Еще одно наблюдение, которое мы можем сделать, состоит в следующем, что числа, которые мы здесь видим, это какая-то мера сходства. Да, эта мера сходства, скорее всего, симметрична. Да, то есть, если у нас есть слово «тетрадь», да, вот давайте посмотрим. В слове «тетрадь» у нас есть какие-то ассоциаты, да, у нас там есть, среди прочего, слово «папка» на расстоянии 0,609. И дальше, действительно, когда у нас возникает что-то на расстоянии 0,609, да, когда у нас есть какой-то пропуск на расстоянии 0,609 от тетради, можем заключить, что эта папка и есть. Тем более, что это явно документ, что-то связанное с документами и с чем-то вот в таком духе. Да, так что, ну вот, получается такая вот история. Слайды у меня листаются плохо. Ну, может быть, тем лучше. Тогда вы видите ответ на следующее задание сразу. Чтобы это могло быть, что у нас похоже на ягоду, веточку, бутон и так далее. Это какая-то часть растения. Какая часть растения ассоциирована с черемухой и виноградом при этом. Ну, очевидно, что это гроздь. До того у нас был еще один пример. Это всякие чувства, которые у нас ненависть, страсть, зависть, любовь, что с ними ассоциируется, это должен быть какой-то когипоним всех этих чувств, то есть тоже какое-то чувство. Но это оказывается у нас, соответственно, ревность. Ну и что там еще сложного особенно было заполнить, это, конечно, примеры про там, где только 8 ассоциатов,
и там, где у нас всякие слова типа стрела, ножны, копье, секира, кольчуга и так далее. Да, вот это самый, может быть, сложный пример оказался, потому что у нас там, оказывается, действительно меньше всего правильных ответов. Это слово «колчан». То есть это что-то, что похоже на слово «стрела», да, то есть что-то, что связано со стрелковым оружием, что-то, что похоже на ножны, да, что-то, что является разновидностью хранилища, да, когипонимом ножен. Соответственно, да, вот у нас получается колчан, а близок к нему внизу в списке нам нужно найти что-то, что явно ассоциируется с словом колчан. Что мы еще не видели, это слово лук. Ну, почему слово лук так низко, понятно, потому что у лука есть эти огородные значения, и они, соответственно, оказываются, приводят к тому, что лук как-то уходит подальше. Еще один ассоциат для слова сын, который нам нужен. Да, там мы видим, что соответствующие родственники мужского пола выше соответствующих родственников женского пола. У нас есть в списке внучка, значит, нам нужен внук. Да, внук — это еще одна разновидность потомка, когипоним слова сын. Да, так что вот слово внук является ответом на этот вопрос. Ну и ключевой вопрос, который у вас может возникнуть, конечно, да, почему не подходит мой другой ответ, который я дал на ту же самую задачу, да, ну вот казалось бы, потому что вот как я могу угадать, что там было в задаче? Ну, здесь на самом деле надо думать вот о чем. Да, когда вы пытаетесь заполнить пропуск, особенно в заголовочном слове, да, то вам надо применять доказательства от противного. То есть вам надо подумать, не будут ли ассоциаты этого слова, которое вы вставляете, принципиально другими. Да, то есть если доказательство от противного не прокатывает, то тогда уже приходится признать, да, что ну вот это есть ответ. Ну, то есть, например, да, вот тот пример, где в правильном ответе ревность, у вас чаще всего в работах приводилось слово «чувство». Почему слово «чувство» не подходит? Ну, оно не когипоним всех этих любови, страсти, ненависти и так далее, а наоборот более общее понятие, во-первых. Во-вторых, подумайте, да, что было бы, если бы мы поставили на это место слово «чувство». Ну, понятно, что тогда мы бы ожидали когипонимов чувства, да, тогда мы бы ожидали, что там будет слово «ощущение», слово «эмоция» и так далее. Да, и вот такие вещи позволяют нам, собственно говоря, получить доказательство того, почему чувство не является правильным ответом. Ну или точно так же вот на слова, где у нас ягода, веточка, бутон, у нас часто предлагалось слово «цветок», да, но цветок это быть не может, да, потому что непонятно, то есть цветок тоже является частью растения, но почему цветок ассоциируется с черемухой и с яблоком и так далее, ну вот это вот не очень понятно. Так что вот доказательство от противного позволяет вам понять, почему ваши ответы не подходят. Ну, соответственно, они позволяют понять, почему мы не засчитывали ваши ответы. Вы можете сами открыть сайт RusVectores и понять, почему что выдается на ваш неправильный ответ. Да, поэтому, может быть, бессмысленно обсуждать, почему ваш ответ плох, да, с нами. Вы сами можете это легко узнать, да, так что это такая задача, которая даже не требует нашего участия для показа работ. Да, ну, тем более, что мы действительно все про вас знаем. Да, у нас есть полная статистика ваших решений. Да, вот, например, я знаю, там, где папка, да, там у нас 136 правильных ответов из 344, 40%. Да, там, где, соответственно, бумага, документ, ручка, книга и так далее, все ответы менее частотные. Ну вот поэтому мы все ваши частотные, не совпадающие с задуманным вариантом, проверяли, и там, где, ну, вот, там, где действительно мы не засчитали, там это означает, что все-таки мы нашли, что там получаются методы доказательства от противного другие ассоциаты. Но два ответа мы все-таки дополнительно учли. Один ответ – это слово «меч» на месте слова «колчан», потому что там действительно похожие ассоциаты получаются, но там стрела не была бы на первом месте, поэтому этот ответ мы засчитывали как наполовину правильный. Ну и слово «муж» вместо слова «внук», потому что там жена есть в списке, муж, конечно, не является разновидностью потомка, но все-таки он должен быть выше жены, наверное, если мы задумываемся про слова мужского рода. Так что слово «муж» мы засчитывали наравне со словом «внук». Ну и как мы дальше все это оценивали, мы выставляли первичные баллы, суммы 8, но все-таки разные, потому что слова имеют явно разную сложность. За лук и чеснок по 0,5, за ревность и гроздь по 1,5, за ревность 1,5, гроздь 1, папка 1,5, колчан 1, лук 1, внук 1. Ну и за все это мы ставили половинный балл за верный ответ без опознавания, если вы просто писали ответ без решения, без объяснения. И что дальше? Ну вот, вы помните, что там максимум-то 12. Но вот эти первичные баллы надо было конвертировать.
как бы конвертировали? Но дело в том, что в основе этого лежат такие соображения, что очень просто сделать мало в этой задаче. Да? То есть парочку слов угадать легко, это не очень большое достижение. Лук там угадать, да, совсем просто. Очень сложно и похвально сделать много, но не все. Все сделать невозможно. Вы не можете воспроизвести в точности, что делает эта система на материале огромного корпуса из миллионов слов. Так что поэтому пересчет первичных баллов в итоговый был нелинейный. Да? То есть вы видите, вот у нас вот эта вот нижняя часть графика, да, там где мало баллов, там оценивается все примерно одинаково, примерно низко. Верхняя часть графика, да, где вы уже решили много, да, большую часть задачи, вы все молодцы. И, соответственно, да, тоже вы получаете уже очень большие баллы, начиная там, с 5,5 первичных баллов. Ну а в середине действительно получается такой вот сильный наклон. Средний балл за задачу получился в итоге 2,5 из 12. Да, не обижайтесь, пожалуйста. Мы были добры, как могли. Ну и напоследок я скажу пару слов о том, почему вообще все это важно. Да? Что это за задача, почему мы вас заставляем угадывать, что нам пишет компьютер. Но дело в том, что современная компьютерная лингвистика — это в первую очередь действительно машинное обучение, большие данные, нейронные сети и так далее. Но лингвист должен все-таки уметь интерпретировать, что из этого черного ящика выходит. Да, иногда эти большие данные позволяют сделать какие-то даже лингвистически содержательные открытия. Ну, вот, скажем, вы видели, что ближайшее слово к слову тетрадь — слово тетрадка. Да, это, например, позволяет нам решить интересный вопрос о том, когда уменьшительное является синонимом исходного слова, от которого оно образовано, а когда по-настоящему уменьшительным. Да, вот мы видим, что тетрадь и тетрадка — это примерно одно и то же, да, вот точно так же там, книга, книжка, да, тоже примерно одно и то же. А вот, скажем, улица и улочка — это немножко разные вещи уже. Да? Улочка — это действительно маленькая улица. Там, машинка — это действительно маленькая машина, а не просто то самое то слово, которое можно назвать любую более-менее машину. И это нам показывает эти семантические ассоциации. Да? Когда тетрадка и книжка — первые у соответствующих слов тетради книга, а улочка и машинка — нет. Да? То есть получается, что вот об этом во всем можно думать. Ну, время у нас уже заканчивается, поэтому я просто адресую вас еще к замечательной лекции, которая состоялась как раз пока мы были на Олимпиаде. Лекция Владимира Селигея про компьютерную лингвистику от исследования языка до киберспорта. Как раз 8 апреля была эта лекция. Загляните, она хранится на канале Института лингвистики РГГУ. Узнайте там про современную компьютерную лингвистику, про все эти проблемы, которые с ним связаны. Ну вот эта задача вас немножко ввела в курс дела. Спасибо большое. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое. И далее приглашаем для комментирования вопрос номер 5 Алексея Андреевича Козлова, члена жюри. Обращаем внимание, что у нас уже через полчаса наше мероприятие заканчивается, поэтому 7 минут максимум, коллеги, для объяснения по вашим вопросам, чтобы дать возможность всем членам жюри прокомментировать в установленное время вопросы для участников. Пожалуйста. Хорошо, тогда я постараюсь покороче. Доброе утро, дорогие участники. Вопрос номер 5 был про анализ временных наречий с абстрактным значением и того, как они связаны с самыми разными уровнями языка, морфология, синтаксис. Так. Начало этого вопроса в 9 и 10 классах было чрезвычайно простым. Но вот эти две группы, первое предложение 1.4, второе предложение 2.3, кажется, почти все, может быть, 99% участников правильно разделили употребление на две группы. У первой группы значение до сих пор, все еще, действие продолжается и так далее. У второй группы еще раз, в добавление, снова, повторение действия, дополнительное действие и так далее. Конечно, мы засчитывали толкование как бы по смыслу. Вот. Другой простой вопрос... Нет, я хочу предыдущий слайд. Другой простой вопрос – это то, что антонимом еще является уже в значении группы 1.4, то есть во временном значении. Является антонимом, но не всегда. Вот в паре вопросов, в паре предложений в задании 3 при глаголе «еще» и «уже» имеют антонимичное значение, а вот в предложении «еще» в 1825 году или «уже» в 1825 году сходные значения. Формулировка «синонимичные значения» тоже
принималось. Собственно, от вас требовалось всего лишь определить, в каких предложениях антонимичные, в каких предложениях сходные значения. В принципе, с этим справились, опять же, практически все. Хочу следующий слайд. Нет, следующий. Следующая часть задания 4. Нужно было определить общее обстоятельственное значение. Но это нужно было сформулировать довольно абстрактно. Временное значение. Опять же, зачет был по смыслу. Потом нужно было сформулировать оттенки значения. В предложении 1 это тот же самый оттенок, который вы формулировали в первом задании. До сих пор все еще. А вот предложение 7 еще моя бабушка сажала, но вы должны были написать что-то вроде «подчеркивается давность действия». Не принимались объяснения грамматического значения глагола. Настоящее время, прошедшее время. Да? Это про форму глагола, а не про семантику слова «еще». Если вы описывали только оттенки, но не описывали общего обстоятельственного значения, значит, вы получали баллы только за оттенки, а не за общее значение. Все честно. 5-й подвопрос. В 1826 году Виссарион Семенович еще открыл лавку. Здесь невозможно значение до сих пор. Возможно только вот это добавочное значение «еще раз открыл лавку». Вдобавок к чему-то открыл лавку. В зависимости от логического акцента в предложении. Ну и здесь нужно было сказать, что временное значение невозможно с глаголами совершенного вида, а вот если заменить совершенный вид на несовершенный, значение становится возможным. Он еще открывал эту лавку. Да? То есть морфологический признак – это совершенный, это вид, да? Который следует для реализации нужного значения заменить с совершенного на несовершенный. Задание 6. Там тоже было 2 подвопроса. Мы спрашивали, возможно ли при отсутствии и при наличии придаточной части слово «еще» и слово «уже». То есть, получается, вы должны были рассмотреть 4 случая. И получается вот такая табличка с 4 клеточками. Да? И вы должны были дать ответ на каждый из этих случаев. Да, оно уже возможно и при наличии, и при отсутствии придаточной части. Еще возможно при отсутствии придаточной части, невозможно при наличии. Весной 1945 года Василий Егорович еще не вернулся в свой родной дом, потому что ему было суждено остаться на полях сражений. Да, еще не вернулся, предполагается, что потом когда-то все же вернется. А вот если Василий Егорович погиб, то он больше не вернется. Да, а все остальные сочетания корректные. Значит, мы давали по 0,5 баллов за ваше описание каждого из этих 4 случаев. Если вы, например, забыли сказать, возможно ли уже при наличии придаточной части, то не получали, например, одной из этих половин баллов. Дальше. Отличие. Мы должны были еще сравнить. Предложение «он еще не вернулся в свой родной дом» и «еще открыл лавку по продаже орлов». Отличие можно было сформулировать 2 разными способами. Впрочем, смысл один и тот же. В первом временное значение, во втором временное значение невозможно. Если возможно какое-то значение, то только вот это самое добавочное значение. Да, вот это отличие, которое связано с семантикой частицы «еще», наречия «еще». Вид в обоих предложениях совершенный. То есть получается, что причина отличия – это частица «не» в предложении 9. Они грамматически совершенно похожи. И вот такая единственная разница – это частица «не». Обратите внимание, мы не ставили баллы, если просто безо всяких аргументов и комментариев писали отличие, частица «не». Да? Частица «не» может быть в предложении, может не быть в предложении. Да? Мы просили сравнить эти предложения по параметру того, как в них себя ведет частица «еще». Это история про 9 и 10 классы.
В 11 классе, наверное, участники уже увидели, задания были очень похожими. Но есть несколько отличий. Во-первых, целых. Мы начинали анализ заданий, мы начинали анализ со слова целых, явным образом частица. Антоним, образованный таким же способом, это всего, а, собственно, способ образования морфолого-синтаксический, он же конверсия, он же переход из одной части речи в другую. На всякий случай, упреждая возможные вопросы, хотел бы сказать, что, во-первых, мы принимали в качестве ответа схему с указанием частей речи, но если части речи указаны неверно, если говорили, что целых – это наречие, то ставился неполный балл. И более того, мы принимали в качестве антонима даже частицу «лишь», но если была верная информация о переходе из одной части речи в другую. Хочется рассказать про неверные ответы в смысле антонимов. Жалких 5 зайцев у дома гуляло, несчастных 5 зайцев и так далее. Мы, к сожалению, не принимали, потому что слова жалких и несчастных все-таки не частица, перешедшая из одной части речи в другую. В этом задании мы зашифровали оба слова, уже и еще, но абсолютное большинство участников догадалось. Значит, выражение, которое нужно было отгадать, еще бы, еще как, это согласие, еще чего и вот еще, это возмущенный отказ. И мы ставили полный балл, если на каждое из значений было хотя бы одно отгаданное выражение. Вот. Пункты 3-4 соответствуют заданиям 5, 6, 9, 10 классов. Про них вы уже слышали. Вот. И последнее, что хочется сказать, мы здесь сравнивали два немножко отличающихся по сравнению с 9-10 классом предложения, когда мы должны были описать общее обстоятельственное значение, его оттенки. Общее обстоятельственное значение по-прежнему временное, да, оттенки получаются чуть-чуть другими. Значит, в предложении про дерево по-прежнему давность действия, в предложении про оберберейтера можно сказать так, действие или состояние, которое продолжалось на тот момент, но впоследствии изменилось. Вот чего-то такого мы от вас ждали, и хочется сказать, что напоследок, что если традиционно вот наше задание с зашифровыванием разных слов всякими переменными бывает сложными, то это задание вышло наоборот, довольно легким и даже утешительным. Почти все отгадали, почти все. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Андреевич. И приглашается для комментирования вопроса номер 6 Кодинева Юлия Викторовна. Напоминаю, по 7 минут на задание. Древнерусский, конечно, это очень сложный компонент. Не знаю, как у вас получится за такое короткое время, но тем не менее надо постараться. Добрый день, дорогие участники. Мы проверяли задание номер 6. Это последнее задание, оно традиционно связано с историей русского языка, и все 3 класса выполняли 3 части внутри этого задания. Задание представляет собой некий такой конструктор с традиционным переводом древнерусского текста и с заполнением некоторых пропусков этимологического характера, плюс сопроводительные какие-то исторические моменты, связанные с грамматикой или фонетикой. В данном случае фонетики не было, были некоторые словообразовательно-морфемные особенности. Итак, что касается самого перевода, здесь, правда, вот выведен фактически только полный текст. Да, у нас в 9 классе был кусочек 1, в 10 второй кусочек этого текста, и в 11 был как бы полный текст, который нужно было перевести. Вы посмотрите критерии, вы посмотрите модель ответа, и я лишь скажу о некоторых, скажем так, провальных местах при работе с этим заданием.
связаны они со следующим главным самым моментом. При восприятии текста, во-первых, у нас проблемы были с распределением субъектно-объектных функций, то есть кто какое действие выполняет, на что это действие направлено, кто с кем взаимодействует и так далее и тому подобное. То есть, вот, например, внутри предложения, связанного, что вот этот бесразлобный лис что-то там делает по отношению к царю, и царь, и там, соответственно, зверь какой-то дыхающий, да, и вот вопрос, кто дышит этим гневом, что происходит и так далее. То есть мало кто на самом деле в переводе увидел вот эту вот часть, что именно царь гневался как зверь, а лис его надоумил, науськал, спровоцировал, да, на какие-то вот дополнительные действия, принести кому-то там скорби, то есть в данной ситуации нам. Мало кто это увидел. Дальше. При переводе текста есть здесь некоторые слова, на которые нужно обращать внимание. Они оказались достаточно сложными. Во-первых, это, естественно, слово «пестрозлобный». Как в модели ответа мы, конечно, шли тоже в какой-то степени навстречу участникам, если видели, что участник понимает вот эту вот семантику яркого выражения признака. То есть если, допустим, это переводилось каким-то словосочетанием, например, «очень злобный» или «злобный сверх меры», это тоже принималось. Дальше, что касается слова «супротивоборец» в тексте, принималось перевод противников, врагов также принималось. То есть принималась та форма, которая в модели ответа указана, что это должно быть множественное число и что это форма родительного падежа. Дальше. Еще одно слово «трехроборный», которое, в общем-то, выглядит достаточно странным в тексте. И некоторые писали просто «храбрый». Это тоже не принимался такой перевод, к сожалению, потому что нужно было указать высокую степень проявления признака. Кто-то писал, что этот воин храбрый, как 3 воина. К сожалению, мы тоже не могли принять такой ответ, потому что что значит 3 воина? Ну хорошо, а если он храбрый, как 100 воинов? Это не подходит такой перевод. Поэтому, если, допустим, было написано «храбрейший» или «очень храбрый», или «храбрый как 3 воина», а в скобочках, например, написано, что «сверххрабрый», то мы тогда такой перевод принимали, потому что мы видим, что человек пытается найти, нащупать формулировку, отражающую его понимание этого слова. Дальше еще один момент, связанный вот с делением текста на смысловые блоки. Особенно это касается конструкции «обличил мрежи». В некоторых переводах, где «обличил мрежи» воспринималось действительно как цельное словосочетание, даже при неверном переводе слова «мрежи», например, да, то есть переводили как «миражи» во многих случаях, мы, соответственно, шли навстречу, потому что видели, что человек понимает эту грамматическую и смысловую связь. В тех же переводах, где словом «обличил» заканчивается первое, ну, как бы предложение, а со слова «многокозненный» начинается следующее предложение, мы, естественно, не принимали такой перевод, потому что нужно было увидеть это взаимодействие. Что касается заполнения некоторых вот пропусков, связанных с этимологическим гнездом, то обратите, пожалуйста, внимание, где у кого там были какие-то нули. Например, человек пишет слово, например, там «тщеславие» вместо слова «тщеславный». Да? То есть там четко написано, что должно быть прилагательное. Поэтому, простите, но принять существительное в этой ситуации мы просто не могли, потому что вы должны внимательно читать само задание. Значит, и единственное, что еще можно сказать, слово «точно», которое присутствует вот в переводах, вернее, в древнерусском тексте, практически никто не включил в свой перевод. Мы когда проверяли, практически никто его толком не перевел. То есть либо переводили точно, либо точечно, либо вообще его игнорировали при переводе, то есть выкидывая как ненужный элемент, что, в общем-то, приводило, конечно же, к потере некоторых баллов. И, соответственно, еще слово «семантика», слово «тщательно» в первом задании
9 класса, да, не принималась ситуация, когда вот просто указывалось, что что-то сделать до конца или полностью. Принималась только ситуация с семантикой именно тщательно, основательно что-то сделать и так далее. Потому что, ну, допустим, ну, грубо говоря, там, отмыть кусок грязной доски тщательно, да, это не значит отмыть доску целиком или полностью. Поэтому здесь это разные семантические зоны, посему данный перевод не принимался. И последний момент. В 10 классе и, соответственно, вот в 11 классе, да, было слово «наушник», которое нужно было семантизировать двояким образом, ну, даже трояким образом, хотя там за две семантизации ставилось 0,5 балла, а вот за последнюю семантизацию, где слово «наушник» воспринимался как доносчик или ябедник, ставился 1 балл. К сожалению, мы не могли принять ответ типа «шпион на службе государства», потому что здесь немножко другое значение, связано именно с тем, кто вот приходит и что-то на ушко говорит, именно доносит. Это не обязательно именно государственный товарищ, шпион. Ну, в общем и целом, вот таким образом были работы очень полнобальные. Максимального балла в проверке у нас, к сожалению, не получилось, но было несколько работ, приближавшихся к 20 баллам, и была, по-моему, одна работа при проверке, где было 22 балла из 24. По-моему, это в 10 классе. Все, спасибо. Спасибо большое, Юлия Викторовна. И сейчас мы кратко охарактеризуем задание второго тура. Второй тур носит название «Грамматический квест». Здесь первое задание, я буквально кратко скажу лично, я Григорьев Андрей Владимирович, заместитель председателя жюри Олимпиады, о том, в чем специфика и как это задание решалось. На самом деле задание решалось очень хорошо, и действительно большое количество баллов во всех классах участники набрали. Но было несколько определенных мест. Здесь особенность второго тура, как вы могли понять, заключается в том, что сравнивался либо текст лингвистический, да, грамматические представления о частях речи, определенной части речи в XVIII веке и сейчас. Это очень важно, вот важное умение сопоставления, важное умение для будущего филолога. И отдельные примеры во втором задании со словом «сто», где представлена эволюция определенной части речи. Ну и вот в задании про наречие вот буквально несколько комментариев. Значит, во-первых, это в первой части, в первом вопросе, где спрашивалось, просили мы истолковать термины простые начертания, сложные начертания и трехсложные начертания, где действительно почти все правильно поняли, что начертание – это классификация наречия с точки зрения состава или словообразования. Да, вот можно эту вот картиночку. Вот, ага, спасибо большое. Но дальше вот сложные, простые, сложные и трехсложные. Некоторые писали о том, что речь идет в принципе о производности, но примеры, которые там даны, действительно наречие как оно не производное, но наречие славно, все-таки оно производное от славный, да, ну и при этом есть славно, преславно, препрославно, но нет какого-нибудь славненький. То есть здесь участник все-таки должен увидеть, что речь идет об образовании с помощью приставок. И у нас было подобное задание, это как бы некая отсылка к тому материалу, с которым участник знакомится на наших олимпиадах, где действительно и предлоги, и приставки воспринимались исторически как некий такой способ, присоединяясь к слову, как способ сложения. Поэтому они вот как раз сложенные, трехсложенные. Но в принципе это даже и не требовалось, собственно, проработка всех заданий нашей олимпиады. А здесь участник просто должен увидеть, что речь идет не о суффиксации все-таки, а о приставочном образовании. Из этих примеров это было достаточно понятно. Но те, кто писал по производности, тоже получали достаточно большой балл. Здесь мы это также оценивали. Посмотрите, пожалуйста, критерии. Второй момент, это второй вопрос, где необходимо было увидеть те... Ну, это уже в презентации у нас уже дальше второй вопрос. Я не стал выводить уже для экономии времени. Значит, здесь у нас во втором задании речь шла о словах, которые в грамматике XVIII века описывались как наречия, а в современной грамматической теории они описываются как другие части речи. Ну, там, например, слова «да» и «нет» у нас были, например,
также как бы, которая описывалась в грамматике XVIII века как наречие, а сейчас описывается как частица или сравнительный союз. Некоторые писали здесь такое слово, например, как «ей», указывая, что это сейчас это местоимение, но и, как вы понимаете, если вы знакомились с текстами XVIII века, и тогда «ей» тоже употреблялось как местоимение, то есть это, собственно, амонимичная форма, которая как раз, за которую никаких, так сказать, баллов вы не получали. Если же вы противопоставляли, указывали «ей» как междометие, вот это вот как раз наречие «ей» и междометие современное в таких случаях, как «ей-богу». Вот это вот был правильный ответ. То есть вот на это обращайте внимание, в критериях все подробно написано по этому поводу. Ну и, наконец, в 10 и 11 классе был вопрос, где наречие «нечаянно напрасно», которое, обращалось внимание на слова «нечаянно напрасно», которые находятся в группе наречий скорости, и вот необходимо было указать, в 11 классе на его антоним, да, или, то есть является слово нароком антонимом к слову «нечаянно», и здесь вот необходимо было на основании анализа примеров увидеть, что на самом деле в современном языке нечаянно и напрасно употребляются в значении, соответственно, неумышленно и бесполезно, а вот в приведенных примерах эти слова употребляются в значении неожиданно, то есть внезапно. И тогда как раз-таки вот из всего, из вот этого употребления, и далее вы можете увидеть, исходят и следующие вопросы. Как раз-таки эти наречия в тексте имеют значение быстрого действия, а вот как раз наречие нароком, оно и означает нарочно с умыслом. То есть здесь между этими словами никакой связи нароком и нечаянно в старом значении, значение неожиданно, внезапно, конечно, вот никаких антонимичных связей между ними не наблюдаем. Ну и, соответственно, вот соотношение, вот «че» и с чем оно связано, вот «че» в значении «напрасно», оно не с современным значением, соотносится, а именно с значением «бесполезно» или «впустую», которое реализуется в тексте в наречиях «всуе» или «даром». Вот два примера мы принимали здесь. То есть вот это вот здесь задание было, часть задания посвящена именно тому, что наречия изменяют свои значения, и вот как раз-таки по отнесенности к определенной группе мы можем понять, что здесь имелось в виду, какое значение. Если это наречие скорости, то вот нечаянно и наречие нечаянно, как раз относилось именно вот к данной группе со значением неожиданного или внезапного действия. Так, и, последний, второй вопрос во втором туре. Я хотел пригласить автора вопроса, члена жюри Олимпиады Орлову Антонину Вячеславовну и Юлию Викторовну Конинем, которая занималась, была куратором группы проверки данного задания. Пожалуйста, Антонина Вячеславовна, пару слов как автору заданий, и далее Юлия Викторовна. Добрый день, уважаемые участники. Второе задание второго тура было посвящено становлению числительного как части речи на примере слова «сто». И этот вопрос напрямую соотносится с первым заданием о наречии. Анализируя примеры, участник в первом задании во всех классах должен был доказать, что «сто» в древности являлось существительным, а не числительным. Во втором задании, в 9 и 10 классе, в 11 классе оно было третьим заданием, участник должен был проследить историю становления составных количественных числительных, содержащих также слово «сто». И третье задание было представлено только в 9-10 классе. Там участники должны были проследить происхождение слова «полтораста» и его употребление этого слова уже в современном русском языке. В 11 классе добавлялись и другие задания. Второе задание, оно было посвящено тому, что вы должны были правильно распределить контексты со словом «сто», с его употреблением в зависимости от стиля, типа текста. И последнее задание было то, где вы должны были привести свои аргументы «за» и «против» об употреблении сочетания слова «сто»
«что» со словом «несколько». И вот там вот в качестве аргумента против вы должны были сказать о том, что это употребление с точки зрения современного русского языка является ненормативным, и там слово «100» нужно заменить существительным «сотня». Но при этом, приводя аргумент «за», вы могли сопоставить это с системой современной составных количественных числительных, тем более, что их историю вы уже проследили в предыдущем пункте, и сделать вывод о том, что, возможно, сочетание слова «100» с «несколько» может пойти тем же путем, что и употребление составных количественных существительных, числительных, прошу прощения. А Юлия Викторовна сейчас расскажет, какие проблемы у вас возникли при решении этого задания. Спасибо, Антонина Вячеславовна. Дорогие участники, при решении данного вопроса могу сказать следующее, что основная проблема при недоборе баллов была связана с неумением или недостаточным, скажем так, умением видеть и противопоставлять историческое развитие языка и современное функционирование языка в части вот как раз этого слова «100». То есть в примерах, да, например, некоторые просто не видели, что нужно обратить внимание на грамматические категории рода и числа, и вот такие, казалось бы, простые вещи не писали, теряя на этом баллы. Дальше. Основная проблема в первой части этого задания была связана с конструкцией 500, написанной раздельно, где нужно было увидеть синтаксическую связь управления, что слово «сот» стоит в зависимом положении от слова «пяти». Отрадно было почитать те работы, где участники это увидели, они сразу забирали на этом 2 балла, и это повышало их шансы на, скажем так, статус. Но на самом деле мало кто увидел эту именно синтаксическую особенность. Большинство писали, к сожалению, просто о синтаксической функции, да, внутри высказывания. Писали, что здесь это дополнение, здесь это обстоятельства и так далее, тому подобное. То, что, в общем-то, не особо оценивалось. Дальше. Не все смогли увидеть при работе с контекстами, что слово «100» в современном русском языке употребляется во множественном числе только в парадигме составных числительных, и при самостоятельной парадигме имеет только 2 формы. И как раз вот это вот противопоставление, да, там за это тоже давалось по баллу, то есть эти 2 балла, это противопоставление не у всех было прописано, к сожалению, поэтому люди на этом, вы как участники теряли на этом баллы. Дальше. При слове «полтора» в 9-10 классе некоторые просто переписали из вопроса в себе в ответ, что это типа половинный счет. Но у вас в самом вопросе это было написано. Это была подсказка, указывающая на то, что нужно было выйти на слово «второй», хотя бы, да, но мы читали там некоторые вопросы, некоторые ответы, один из которых был связан с компонентом слова «тора», кто-то семантизировал это как «тара», да, и половина «тары» и так далее. То есть были такие ответы. В пункте Б не всегда были, кстати, даны верные по парадигме формы, что, к сожалению, тоже, естественно, не учитывалось. Хотя мы обращали внимание на парадигматическое представление вопроса, просто многие из вас писали полную парадигму слова «100», склонение в единичном употреблении и склонение его в составе числительных сложных. И если там было все правильно, то тогда мы это, естественно, засчитывали. Хотя, к сожалению, со склонением числительных, тем более составных количественных, существуют проблемы, в том числе и у участников Всероссийской Олимпиады на заключительном этапе. Что касается 11 класса, то вот тот пункт Б, о котором говорила Антонина Вячеславовна, связанный с контекстами из произведений Ломоносова, нас удивил своей сложностью для участников, потому что мы почему-то думали, что это будет тот пункт, который решит большинство. Мало кто в малом количестве работ было указано, что разграничение связано именно с отношением
текста к тому или иному стилю. То есть кто-то это увидел, но большинство почему-то это не увидели. Некоторые вообще обращали внимание на дату публикации текста, хотя там специально подобраны такие контексты, которые указывают, что древнее употребление могло быть и раньше, и позже, а употребление, соответствующее современной норме, вообще стоит посерединке хронологически. Поэтому это, к сожалению, вопрос, который во многом не дал баллы. Ну и по пункту Г, где нужно было сказать «за» и «против», баллы терялись там, где участники просто путались, логически путались, что нужно писать «за» и что нужно писать «против». То есть, например, не нормативно, и потом писали какую-то конструкцию, которая наоборот «за», да? Или нормативно, и конструкцию, которая наоборот казалась «против». И поэтому, к сожалению, здесь тоже баллы не засчитывались, но мы по возможности хотя бы какие-то кусочки, да, вот, попытались засчитать. Ну и что касается слова «сотня», которое должно было заменить собой вот это слово в определенном контексте, здесь практически все с этим справились, потому что там это настолько очевидно, что, в общем-то, здесь это был такой, как сказал Алексей Андреевич, небольшой такой утешительный приз в этом задании. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Итак, мы с вами закончили процедуру анализа заданий. Уважаемые участники Олимпиады, хотелось бы вам сказать, что в личных кабинетах уже, вероятно, у нас 12:30, да, уже по уфимскому времени наступило. Вам должны быть доступны ваши работы с указанием баллов по заданиям и общим количеству баллов. Также доступны модели ответа и критерии оценивания. Вы можете проверить, верно ли оценивалась ваша работа. Если вы не согласны, нашли какие-то несоответствия, то в течение часа после окончания показа вы можете подать апелляцию. Апелляция рассматривается завтра. О времени вы будете оповещены организатором, и по результатам апелляции уже будут определены победители и призеры Олимпиады, и мы с вами встретимся как раз для оглашения результатов 14 апреля на закрытии Олимпиады. Благодарим всех за внимание.